Почему казахстанцы не учат казахский? Первое. Неопределенность личных выгод. Несмотря на важность казахского языка для государства в целом по консолидации всего общества, до сих пор непонятны четкие выгоды от знания языка для отдельной личности. Второе. Отрицательный имидж языка. Низкий уровень образования в селах, где преимущественно живет казахоязычное население, и низкая социальная мобильность ведет к тому, что люди, владеющие лишь казахским языком, получают низкооплачиваемую работу. Таким образом, казахский язык больше применяется при разговоре и ассоциируется с таксистами, продавцами на базарах, гаишниками и так далее. Третье. Сигналы высшего руководства. Изначальный посыл по государственному языку был «Ози ми санат илинде сёле меньше, озге ёшким дебул тилди сейлемейди, казак пен, казак шасейлисин». То есть казахский язык должны были выучить в первую очередь сами казахи, потом уже все остальные казахстанцы. Это сигнализировало о том, что языковой вопрос хоть и важный, но не срочный, особенно для представителей других этносов. Четвертое. Низкая эффективность госмер. Как и по другим официальным показателям, по показателю владению государственным языком наблюдается искажение 90% в 2018 году. Данная цифра, хоть и смотрится красиво в отчетах, но далека от реальной картины и может привести к принятию некорректных управленческих решений. Несмотря на неплохой бюджет, выделяемый на развитие языка ежегодно, порядка 1 миллиард тенге, перечень мероприятий, курсы для 1000 человек, заседания комиссий, обучающие видео по новому алфавиту и так далее, указывает на то, что языковой вопрос не сдвинется с мертвой точки в ближайшем будущем. К сожалению, на сегодняшний день единственным аргументом для изучения государственного языка является «ты должен знать и уважать язык страны, в которой живешь». Однако данный аргумент без осязаемых выгод, так же как и текущие подходы, мероприятия по продвижению госязыка показали свою неэффективность за прошедшие 30 лет. И при продолжении текущего курса наивно ожидать другого результата в будущем. Поэтому было бы целесообразно выработать новое видение, концепцию по развитию государственного языка, с учетом вышеуказанных сдерживающих факторов и привлечением широкой общественности.